ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 9:00. Ледовый дворец имени Сергея Капустина. Пресс-конференция женского хоккейного клуба «Арктик Университет». Наша команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице российского чемпионата. По сравнению с прошлым сезоном клуб улучшил свое положение, поднявшись сразу на 3 строки. Прогресс очевиден, но руководство клуба говорит, есть над чем работать. Например, много шайб команда пропускает в первые минуты или на последних секундах матча. Все из-за недостатка мастерства. Буквально в каждой игре, перед каждой игрой, в перерыве им говорят: девочки, начало должно быть очень строгое, должно быть качественное, должны все выкладываться. Что на брас не играет не одна девочка, а все 5 играют на брас. А некоторые, знаете, даже до смешков доходил, они мы все это знаем, мол. А потом выходят и пропускают. Что это, как это? В заключительном матче чемпионата наши девчонки сыграли в Нижнем Новгороде против Скифа. Соперник непростой, победитель прошлого сезона и обладатель Европейского кубка чемпионов. Но «Арктик» справился. В первый день ухтинки проиграли с минимальным отрывом 4-5. А потом на следующий день произошло, кажется, невозможное. «Арктик» взял сокрушительный реванш. Счет 7-2. В победе над титулованным соперником отличились не только признанные лидеры нашей команды. Под конец сезона зажглись новые звезды. Например, защитнику Марии Кузнецовой принадлежит заброшенная шайба и голевая передача. Чуть повезло больше. Последняя игра в сезоне, надо было хоть набрать очки. Во время чемпионата ухтинки неоднократно удивляли болельщиков, чего стоят домашние матчи против Агидели и Торнадо, лидеров чемпионата. У соперников члены национальной сборной и легионеры тщательно подобранные и сыгранные. Наш состав менялся даже в середине сезона. Например, в декабре за «Арктик» впервые выступила нападающая из Скифа Татьяна Китаева. Самой сложной игрой для меня была домашняя игра против «Динамо Санкт-Петербург». Это была моя первая игра за «Арктик Университет». И мне нужно было как-то освоиться, привыкнуть к команде, к тактике игры, к своим партнерам. Я никогда с этими девочками раньше не играла. Не все болельщики заметили это небольшое кадровое изменение в команде, но матч, безусловно, запомнился. Мало того, что ухтинки победили, так и нахлынувшие эмоции спровоцировали потасовку. После победного матча со Скифом девушек из «Арктик Университет» отправили на отдых. На неделю спортсменки могли съездить домой, повидаться с родными. Теперь начались трудовые будни. Хоккеистки уже провели товарищеские матчи против 2 мужских команд в поселке Вайвож. Одна из девушек, Фануза Кадирова, сейчас играет за национальную сборную России. На днях россиянки одержали победу над командой Швейцарии со счетом 2-1. Фануза Кадирова смогла отличиться. Она забила единственную результативную шайбу в ворота соперника в серии после матчевых бросков. Чемпионат мира закончится 4 апреля, и у нас есть все шансы на новую победу.